Я и не мечтала, наверное, быть художником. То есть это была такая непостижимая для меня что-то. Так казалось, когда я была маленькой. Но я всегда старалась рисовать. Я мечтала учиться по специальности, вот то, что мне нравится. И я отучилась. Это, можно сказать, моя мечта сбылась. Я училась в городе Ивано-Франковск, в университете имени Василия Стефаника. Это Прикарпатский национальный университет. В институте искусств. Я закончила графический дизайн. Отец мой поддерживал очень сильно Рахметулла Санжаровна. Он больше всех, вот мне кажется, он сделал самый большой вклад в это. Потому что именно ему хотелось, чтобы я добилась. Слышать потом от близких то, что вот они говорят, он бы хотел вот это видеть, что ты не бросай никогда это дело, потому что вот в нем, наверное, даже живет частичка него. Поэтому в большей степени я благодарна отцу за это все. У меня уже есть своя семья, муж и 2 детей, и муж тоже очень поддерживает всегда, с самого начала. Для женщины тяжело быть художником, потому что, как правило, мужчина-художник, он может всецело отдаться своей работе, то есть и все. А женщина, она прежде всего жена, мама, да, и поэтому всецело уйти в работу с головой полностью, вот не получается и вряд ли получится. Для того, чтобы быть великим художником, не должно быть семьи, мне кажется. То есть, в основном так же и было. Художники были одинокие в основном. Или это были мужчины. В своих работах я все же всегда хотела показать светлую, да, сторону, в принципе, эмоциональные порывы, да, когда человек что-то переживает, чтобы это не был негатив, то есть позитивные стороны, чтобы когда человек посмотрел на картину, и ему стало на душе хорошо, спокойно, чтобы его унесло куда-то вот внутрь этой картины, да, чтобы он там нашел какое-то успокоение для себя. Я чувствую успокоение, наверное, в какой-то степени. Но в разные моменты разные бывают чувства. Когда вот такой вот порыв эмоций, чувствуешь даже страсть, я бы сказала. Да, то есть такое что-то необъяснимое, когда ты хочешь все туда вложить, в эту работу, и это, как космос, я бы так сравнила. Не знаю, как еще объяснить. Чувства очень разные. В основном всегда позитивное, что-то такое воодушевляющее, которое вот возносит прямо душевно. Может вдохновить все, что угодно. Допустим, вот есть картина, где Чатырдах видно. Это вид из нашего дома, то есть из чердака, можно так сказать. Я просто один день туда забралась и увидела с окна вот этот закат, как ложится свет именно на эту гору, и внизу туман. Это был зимний такой уже вечер, морозный. И вот это впечатление меня не оставило, я спустилась тут же, сразу села вот за вот эту работу. Если в этот момент сразу в порыве начинаешь писать, она и эмоционально другая получается. Вот есть картина, где домик с озером зимний такой и деревья. Вот я когда ее писала, я вот хотела туда прям попасть, вот в это место, в этот домик, вот хотелось этот вид вживую увидеть.
И мне она прям вот греет душу, не знаю. Мне вот тогда она так впечатлила. Картина получилась не просто как выполнить задание, а именно от души, чтобы это все вышло. Потому что пока от души не выйдет, даже не хочется отдавать и не хочется ее заканчивать, потому что она пустая. Даже если она до конца написана, она будет пустая, если не было эмоций. Мне очень нравится еще вот такие в национальном крымско-татарском стиле изображать и пейзаж тоже, и натюрморты, где старинная посуда, старинные украшения, что-то вот в этом духе. Очень нравится изображать нашу архитектуру, именно старинную. И когда я изображаю эти домики, вот мне прям хочется зайти туда, да, попасть в это время. Я бы хотела еще много запечатлеть эти все домики, именно реальные, которые сейчас есть, потому что их осталось очень мало. Мне нравится и работать, конечно, по старым фотографиям, именно вот впечатляясь, даже то, что они черно-белые, я как-то вот пытаюсь показать, вот как оно было в реальности. Ну, мне так кажется, мне хочется, что вот оно было вот такое. Для меня Крым — это такое место, ну что-то такое теплое, знаете, вот солнечное. Мне все-таки очень хочется здесь жить, видеть это все, вот, развивать именно нашу культуру. Хотелось бы, чтобы и дети, ну, наши здесь выросли именно в традициях, да, наших национальных, язык, чтобы знали обязательно. Для меня Крым — это неисчерпаемое вдохновение. То есть куда взгляд ни кинь, везде что-то вот обязательно хочется изобразить. Был такой момент, я ехала в автобусе и видела, как летит пух от дерева. Вот этот момент мне очень сильно прям впился мне в память, хотя уже прошло лет 10. Школьные годы это были. Но мне хотелось это нарисовать, и я тогда ехала и задумывалась о том, что есть же люди, которые не замечают эти мелочи. Вот элементарные мелочи, у нас жизнь сейчас такая быстрая, что люди не замечают красоту элементарную вокруг себя. И в своем вот даже творчестве мне хотелось бы это показывать, что нужно просто в какой-то момент остановиться и посмотреть, и ты увидишь прекрасное. Я работаю в художественной студии «Артрисом». Мне нравится, да, работать, но изначально я даже и не думала, что я буду учителем. И вместе с детьми, с учениками, это могут быть и взрослые, я с ними тоже чему-то учусь каждый день, потому что нужно каждый раз обновлять свои знания, да, чтобы что-то дать ребенку, повторять все заново, что ты знал, да. И это тоже развитие, когда преподаешь, ну,
дети тоже они тебя учат. Вот своего рода, вот они тоже чему-то учат, потому что у них детское, знаете, мышление совсем другое, и они совсем по-другому видят вот творческую часть. Вот эти моменты иногда цепляют, и ты тоже начинаешь это видеть, именно вот как они пытаются донести то, что ты бы изобразил по-другому. Творчество учит мыслить нестандартно, находить очень много разных способов, даже в любых проблемах, в любых жизненных аспектах разные решения, и самые удивительные иногда решения, да, приходят. Талант, да, он есть, безусловно, это как бы Алладан Бирельген, но я очень много именно пыталась работать над собой, то есть именно научиться этому. Это трудом далось все равно, да, и хотелось бы это не бросать, в принципе. Конечно, великим художником я и не мечтаю быть, это очень сложно, но я очень бы хотела, чтобы мои работы жили еще очень много лет после меня, хотелось бы.